Я профессор, работаю в Кыргызско-Российском славянском университете. Вот живу в этом доме. Этот дом очень старинный дом. Старинный дом, который принадлежал одному из руководителей нашего государства в наше далекое советское время. В течение 10 лет он, Суйркулов Абдус Суйркулович, был председателем Совета министров. И вот это как бы дом правительственный считался. И вот здесь они жили. В этот дом я и как невестка пришла. И после уже он старший сын, мой муж. И поэтому после смерти родителей вот мы переехали сюда. И здесь живем уже давно-давно. Это вот как раз Абдус Суйркулов, его супруга. Вот, супруга не работала, она домохозяйка была, но она очень такая волевая, властная женщина очень была. Вот. Это вот моя внучка. Она у нас теннисистка. Да, вот это старинный гарнитур, между прочим, советского производства. Это, по-моему, из Риги, из рижского производства. Вот очень такой, сколько лет уже. Я помню, в Киргизии прибыло таких 3 гарнитура, и вот 2 из них досталось моим родителям. Один сюда, в этот дом, один в дом Ахумбаева, там, где я родилась. И они до сих пор стоят эти. Вот это все от гарнитура, вот все это. Вот расскажите про ваше детство, отношения между отцом и дочкой. Она какова была? Я уже говорила, что он очень любил детей. И одно то, что вот для меня отец – это кумир мой. Я с ним засыпаю, фотографии передо мной, и просыпаюсь с ним. Это говорит о том, что у нас хорошие были отношения. С малых лет мы рядом жили с клиникой, где он работал. Он работал простым врачом. Особенно во время войны он не выходил из клиники. Хотя он очень много раз просился на фронт. Его не отпустили. Он работал здесь день и ночь. И вот мы ходили с братом, носили ему обед, покушать там. И видно, вот я привыкла, эта атмосфера вся, которая в клинике существовала. Я ее видела, бывала там. Меня уже сестры, все санитарочки, все любили и приветствовали всегда. Наверное, это оказало очень большое влияние на выбор моей профессии. И кроме того, конечно, отец был хирургом, у меня мама была врачом, терапевтом была. Поэтому, наверное, много было разговоров в семье, а между собой они, и мы прислушивались тоже. Вот. И поэтому я, наверное, стала врачом. Но папа очень относился к детям, несмотря на свою занятость, несмотря на то, что он практически не бывал дома, но он все время занимался образованием детей. Мы уже вот в школьные годы изучали английский язык, он приглашал преподавателей. Я училась в музыкальной школе обязательно, дети все учились. Мы все играем на пианино. Старший брат даже вот стал режиссером театра нашего оперного, выдающимся тоже. Вот поэтому он всегда во всем советовалась, и он всегда на все находил ответ и всегда поддерживал. Так что я очень, конечно, я благодарна тому, что я стала медиком и стала хирургом. Хотя он не очень одобрял мою профессию хирургическую. Он говорил, что женщин-хирургов нету, мало очень, а потом ты ростом маленькая, тебе будет тяжело и так далее. Но потом он убедился, я поэтому очень много работала, день и ночь работала.
И, наверное, своим трудом доказала, что я действительно могу быть настоящим хирургом. После окончания института я уехала в район работать, чтобы в районе там больше практики. Я год работала в Пржевальской больнице хирургом. Но оперировать вообще-то я уже начала с 4-го курса. Я приезжала в город сюда, на родину, в каникулы были. Но я каникулы не проводила, а работала в клинике. То у папы в клинике, то неотложной хирургии. И дежурила, вот, чтобы научиться оперировать. И поэтому на 4-м курсе я уже оперировала. Поэтому, когда я поехала в Пржевальск, буквально через некоторое время мне уже самостоятельно давали самостоятельно оперировать в Пржевальске. Но я там недолго пробыла, потому что, во-первых, конечно, я не замужем была, родители очень боялись далеко, что возраст еще такой. И открылось отделение, как раз началось же операции на сердце, открылось отделение грудной хирургии. И вот я, наверное, одна из первых ординаторов этого отделения, как раз набор был, и работаю вот с тех пор, с 61-го года, я уже бок о бок работаю с моим отцом, с моим учителем, с моим наставником. Это уже столько лет, я бок о бок с ним работала. И, конечно, участвовала и смотрела все его операции, видела и училась. Ну, кроме того, помимо этого, он не только, что я хирургией занималась, но и наукой тоже. Он человек науки, ученый был, поэтому хотел, чтобы дети тоже занимались наукой, были учеными. Поэтому я очень рано, значит, в науку вошла. В 28 лет я защитила кандидатскую диссертацию, в 34 года докторскую защитила, в 35 лет я стала профессором. Наверное, это все, чтобы доказать отцу, да? То, что вы сможете... Ну, во-первых, может быть, что доказать отцу, а потом доказать себе, что я могу быть, несмотря на то, что я женщина небольшого роста, что я могу быть хирургом. Но тоже было немножечко тяжело, когда только начинаешь. Я всегда оперировала на подставке. И санитарки, конечно, мне возмущались. О, вечно носить ей нужно. А потом они сами... Это Налисаевна, не трогайте эту подставку. Сами носили, когда я оперировала. То есть это все нужно было заслужить тем трудом и умением тоже оперировать. Это тоже большое дело, так сказать. И, конечно, папа был общий хирург, я работала в общей хирургии, поэтому в моем арсенале тоже общие хирургические операции и так далее. То есть и легочная хирургия, и сердечная хирургия, и зоб, и хинококоз, и брюшная полость. И мы когда начинали, там и даже переломы были. То есть мы общие хирурги были. И еще чем я особенно горжусь, тем, что я, наверное, первая женщина в Киргизии, которая оперировала на сердце. Вот больше нету. Сейчас еще одна женщина есть в институте сердечной хирургии, работает, оперирует на сердце. И вот нас только двое, больше никто не оперировал на сердце. Женщин на сердце очень тяжело. Это очень. Но это неповторимое и незабываемое чувство, когда ты видишь сердце и держишь его в руках. Вот оно до сих пор, к сожалению, наша кардиохирургия ушла от нас, а мы остались в этой клинике общей хирургии. Но я до сих пор это ощущаю и всегда за них болею. И очень люблю сердечную хирургию. И всегда они меня тоже очень любят. И всегда меня приглашают на все конференции, на какие-то события кардиохирургические. То есть я вот их жизнью тоже живу. Ну, кроме того, я оперирую на вот этих всех органах.
И как ученый, ну, у меня тоже 13 монографий, более 200, наверное, научных работ. Я организовывала папины ахумбаевские чтения, мы сборники делали. То есть вот большую такую тоже работу проводила. И вот за одну из последних монографий по зобу, вот в 2021 году нам, так сказать, оценили наш труд по зобу и присвоили нам звание, дали нам, значит, государственную премию. Ну, вот мы получили государственную премию за труд, который был посвящен огромной, большой, актуальнейшей проблеме для нашей республики. Это заболевание щитовидной железы, ЗОБ. В те времена, в далекие времена, еще в XVIII веке обратили внимание, что в Киргизии, именно вот в этой Киргизии, очень много, еще даже не знали, что это ЗОБ, много больных, которые ходят с опухолями под подбородком. Вот это был узловой ЗОБ. Это Марко Поло в 1875 году, вот путешественник описал это в своей книге, что такие есть люди, которые ходят вот с такими опухолями под подбородком. И через много лет Исаак Анович провел обследование всего населения на вот это заболевание. Это оказалось заболевание щитовидной железы, ЗОБ. Почему он возникает? А оказалось, что у нас мало йода. Почему? Мы горная страна. У нас нету ни моря, ни озера. Озеро есть, моря нет, океан, который содержит этот йод, и который йод выплескивает на поверхность вот этой воды, он на воздух распространяется, оседает везде, и люди, которые живут около моря, около океана, практически не болеют зобом. А мы горная страна, со всех сторон закрыты горы, и к нам очень трудно, чтобы этот йод по воздуху проникал, и поэтому у нас недостаток йода в пище, во всем воздухе, и поэтому люди начинают болеть этим зобом. И вот в 50-х годах заболеваемость населения нашего Кыргызстана была по разным регионам, по-разному. Но больше всего это где-то было в Волжской области, это Сокольской области, да. И, в общем, если в общем взять, это было где-то около, значит, 36,5% взрослого населения и 22% детского населения было поражено зобом. Это в 50-х годах. Исаак Анович занялся этой проблемой, и надо было, значит, самое главное – это профилактику. А для того, чтобы профилактику, надо было всему населению давать йодированную соль. И вот, значит, йодированную соль, мы поваренную соль не вырабатываем, мы привозим ее. Вот привозим и начали йодировать эту соль. Была выработана схема, сколько надо на тонну соли, сколько йода надо. И вот к 1956 году вот эта проблема йодирования поваренной соли, сколько надо для населения, для сельскохозяйственных животных, была решена уже к 1956 году, полностью была решена. И оказалось, что необходимо для всех, и для животных, и для людей, необходимо 22 тысячи поваренной соли, йодированной, чтобы остановить вот это заболевание. И каждый год проверялись. Вот эти, была создана лаборатория в Академии наук общественная, где работали сотрудники этой клиники нашей, которые каждый раз ездили по регионам и проверяли состояние микроэлементов йода в воде, в почве, в земле. И
добавляли, где нужно больше добавить соли, где обязательно надо провести, значит, с населением беседу там и так далее, чтобы принимали именно поваренную соль. И мы каждые несколько лет, там, через какой-то промежуток, экспедиции делали, и помимо того, что оперировали, потом санпросветработу проводили, доклады читали и так далее, и мы проверяли вот это состояние зоба у населения. И оказалось, что к 1968 году снизилось процент заболеваемости до 5% в общем по республике. Осталось где-то 5%, чтобы ликвидировать полностью этот зоб. Но, к сожалению, в 1975 году трагедия случилась большая, погиб Исаак Аноич. И вы знаете, вот как-то почему-то сразу закрыли эндокринологический диспансер, большой был республиканский, который большую работу проводил вот со всеми йододефицитными заболеваниями, не только с зобом. Была закрыта вот эта общественная лаборатория. То есть и вообще перестали обращать внимание на эту проблему, и постепенно начался рост этого заболевания. И вот где-то к 80-х годах он уже вырос до 40-45%, потом выше. И сейчас, наверное, 60%, а где-то вот в Волжской области, где-то иногда на некоторых районах до 80% доходит. То есть очень большое количество. И еще имеют значение вот эти всевозможные катаклизмы, стрессы всевозможные, да. И сейчас форма зоба, если раньше опухолевидные были, узловые формы зоба, то сейчас больше такие вот диффузные формы зоба, токсические формы зоба, то есть тяжелые формы зоба начали преобладать. И вот мы в нашей клинике давно все, кто работает там, хирурги, оперируют этот зоб. И я очень много оперировала зобных больных, очень много выпустила статей по зобу, по эхинококозу. Это тоже такое глобальное заболевание, характерное для республики. То есть мы потом, в конце концов, собрали все это, какие вот эти работы были выполнены, и написали одну книгу, и вот за что получили. Обратили на нас внимание и дали нам государственную премию. Вот. Но эта проблема действительно одна из первых проблем, которая начала разрешаться Исааком Аноичем Ахунбаевым. А так он многими проблемами занимался. Но вот это зоб и эхинококоз – это первое, чем он начал заниматься как ученый. Я считаю, что я очень счастливый человек. Во-первых, потому что у меня такие родители. Во-вторых, что я попала в такую семью. В-третьих, что у меня такие дети. И у меня замечательные зятья попались, тоже очень. Хорошие, замечательные внуки. Они все за мной сейчас так смотрят, так заботятся. Я счастливый человек очень.